Да и он сам тоже в это не верил, оттого ему становилось страшнее от случившегося. Ее мигрень практически не прекращалась, а мужу иногда казалось, что она тронулась умом. По ночам частенько слышали, как заряжаются воздушки или прыгают баскетбольные мячи. Всем привет, меня зовут Аина, и сегодня мы поговорим о мистике. Да, Якутия и мистика – это действительно две неразрывные вещи. Это вторая часть мистики, и сегодня истории будут не менее устрашающими. Скорее всего, вы уже слышали об этих историях. Конечно же, спасибо источнику этих историй Дмитрий Михайлов и его книга «Страшные истории Якутии». А перед началом этого видео не забудь поставить лайк, а также подписаться на мой канал. Так давайте же окунемся в мир мистики и вспомним эти истории вместе. Время 90-е. Место Якутск. По городу прошелся слух, будто в ночной тьме блуждает некое существо. То ли псих, то ли дикий человек, то ли зверь, то ли оборотень. Выдвигались теории, что это был человек, страдающий редким психическим отклонением – ликантропией. Ночью на редких прохожих нападал волосатый человек, бегающий на четвереньках и кусающий людей. Вскоре этот ликантроп исчез, и в начале 2000-х о нем уже никто и не вспоминал. Но вот в последнее время в сети интернет начали появляться истории, что в районе Республиканского медицинского центра по ночам бродит нечто большое и волосатое, напоминающее волка. По рассказам очевидцев, зимним утром около 5 часов в районе медцентра видели жуткого человека, похожего на волка. Мужчина, который видел это существо, сначала подумал, что это просто мужчина с очень высоким ростом в черном пуховике, ведь с виду он был огромным по сравнению с человеком. Однако, когда он приблизился, то понял, что это далеко не человек. Это существо перепрыгивало расстояние 5-10 шагов, и от него шел отвратительный запах. Очевидца охватила паника. Помнит только то, что оказался у себя на кухне с ружьем и не мог никому об этом рассказать. Вряд ли ему поверит существование оборотней. Да и он сам тоже в это не верил, оттого ему становилось страшнее от случившегося. Также рассказывает женщина, которая живет в этом районе, как ее двое сыновей видели, как это существо перепрыгнуло через забор. Она также подмечает, что в это же время начали пропадать собаки. Ее овчарку, огромного кобеля, который стоял на цепи, тоже утащили. Также нашли несколько мертвых собак. 2 трупа обнаружили недалеко от дома женщины в куче ящиков. Еще нашли оторванную голову собаки возле дороги. Из-за случившегося обратились к участковому, но потом все как-то заглохло. Ходят слухи, что в районе птицефабрики обитает некое существо, похожее на человека, который на своих огромных ногах-лапах пугает людей, грибников, ягодников. Правда, он никого не убил, а только сильно пугал, в особенности женщин. Неизвестно, как связаны более свежие слухи об оборотне в районе медцентра. Может быть, нынешний оборотень – его потомок? Что вы знаете о Нордхаусе на Октябрьской? В 2010 году молодая семья купила квартиру в Нордхаусе. Это была их первая крупная покупка. При въезде в первую очередь все осветили священной водой, а дальше косметический ремонт и обустройство дома. Однажды ночью супруга проснулась с криками, говоря, что ее кто-то гладит по голове. Когда включили свет, то никого не обнаружили. Посчитали, что это просто сон, так как других причин для объяснения не нашли. Самое страшное, что такое начало происходить почти через каждую ночь. Супругу это сильно нервировало, и днем стала болеть голова, а ночью трудно заснуть.
Молодая семья стала обращаться за помощью, чтобы понять, почему такое происходит. Супруга была в сильном отчаянии, ее мигрень практически не прекращалась, а мужу иногда казалось, что она тронулась умом. И один мужчина дал совет. В момент, когда жена снова почувствует прикосновение к своей голове, посмотреть в зеркало. Так и решили поступить. Поставили большое зеркало у кровати так, чтобы жена видела, что происходит у изголовья кровати. Несколько дней они провели в относительном спокойствии, хотя головные боли и бессонница не прекращались. И в пятую ночь супруга проснулась от того, что ее кто-то опять гладит по голове. Семья договорилась, как только жена почувствует касание, то она тихонько пихнет мужа, и тот включит свет. И все устроили так, чтобы можно было включать свет, не вставая. Итак, в момент жена, обливаясь потом и еле сдерживая свой страх, толкнула мужа. В освещенной комнате они увидели, у кровати стоит неопрятная старуха, и ее рука лежит на волосах жены. Затем силуэт медленно пропадает и тускнеет. У жены в ту ночь случилась истерика, а муж пересмотрел многие вещи в своей голове. Ночная старуха приходила еще 2 раза. Здоровье супруги серьезно ухудшилось, и она попала в больницу. Врачи не могли поставить определенный диагноз. Самое интересное, что в больнице ей становилось лучше. Вскоре вся семья поспешно продала квартиру, и больше призрак старухи их не беспокоил. Говорят, что на месте Нордхауса раньше стоял деревянный частный дом по типу барака. Случился большой пожар и сгорели люди, а призрак старухи – это хозяйка от сгоревшего от пожара дома. Местность село Акрёмцы. Раньше, до постройки новой школы, школьники ходили в двухэтажный спортзал Наслега. Про этот спортзал ходило много всяких слухов и легенд о призраках, которые там обитают. Но одна история запомнила всем надолго. Ребята старшего и среднего звена во время прохождения военной подготовки ночевали в этом спортзале. И по ночам частенько слышали, как заряжаются воздушки или прыгают баскетбольные мячи. Однажды перед сном ребята много шутили и долго не могли уснуть. Парни знали, что в спортзале обитают какие-то призраки и даже, прикалываясь, пугали друг друга. Но вечерние посиделки были быстро прерваны учителем, и все легли спать. Спать они легли на 2-м этаже, а на 1-м никого не было. Вдруг в ночной тишине слышится скрип по лестнице. Кто-то поднимался наверх. Ребята, услышав звуки, стали считать шаги, на сколько ступенек поднялся неизвестный гость. После того, как звуки стихли, кто-то из ребят крикнул что-то вроде «Эй, хорош пугать!» и кинул что-то в дверь, чтобы спугнуть в гостя. На шум сразу пришли учителя и открыли дверь, а там никого не оказалось. И это было очень странно, ведь если бы там был человек, то он физически бы не смог убежать из виду, да и притом не издать ни малейшего звука. Выходит, гость просто испарился в воздухе, либо это был призрак. Начались странные вещи после трагической истории. Зимой в начале 2000-х рядом со спортзалом был пожар, в котором погибли люди. Среди погибших был маленький мальчик лет 7-8. Некоторое время гробы стояли здесь. По сути, похороны прошли здесь же. И после этой истории ходят слухи, что в спортзале стал приходить маленький мальчик в красной кепке. Казалось бы, Площадь Победы не является мистическим местом, ведь построили ее сравнительно недавно. Мемориал был открыт в 1975 году в честь 30-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Место было выбрано для мемориала не случайно.
В годы войны отсюда выходили на фронт десятки тысяч якутян. В 1985 году здесь был установлен центральный элемент современного мемориала – всадник Манчара, парящий над землей на вершине стелы. По слухам, это не якутский всадник, а памятник башкирскому национальному герою Салавату Юлаеву, который лежал в запасниках в Москве. Есть версия, что стела изнутри полая, и пройдя через секретный подземный ход, можно попасть внутрь стелы и через лестницу подняться на ее вершину. Сделано изначально это было для строителей, а доступ после остался для ремонтников. А особо внимательные, наверное, заметили узоры по бокам стелы. Эти два перевернутых дерева – знак окончания войны. В древности, во время битв между племенами, поверженный вражеский род втыкали в перевернутое дерево. Некоторые считают, что это негативный знак, который отрицательно влияет на энергетику города. Ну и на этом страшные истории подошли к концу. И если тебе понравилось это видео, не забудь поставить лайк и написать комментарий. Надеюсь, вам было хотя бы немного страшно. Потому что, когда мы снимали это видео, мне было страшно. И про мистику видео в этом году будет последним, потому что уже наступает зима, и снимать на улице уже не вариант. Но ждите новый сезон мистики, когда потеплеет, когда будет лето. А на этом все. Верить в эти истории или нет, конечно же, решать только вам. С вами была Аина. Пока.